Мы будем сражаться, мы, мусульмане Украины, будем сражаться. И никто не остановит. Если мусульмане России сюда придут воевать, если надо, их убивать на поле сражения. И не сражайтесь с мусульманами. А что мы видим сегодня? В первую очередь, кого мы мобилизируют сейчас в России? Из Чечни, из Кавказа. Мусульман. Поэтому еще раз и еще раз говорю, обращаясь к мусульманам России, если они меня услышат, искренне радуемся победе украинских войск, когда освобождается то или иное село, то или иной город. Но они рыли ров. Это были тяжелые времена. Все мушрики сплотились, готовились к осаде Медины. В этом было отказано даже пророку Мухаммаду. Всевышний дарует нам победу только тогда, когда наш малый джихад продолжается. И при такой стратегии ведения войны, иншаллах, мы будем освобождать наши села и города. А вы увидите, это будет происходить очень быстро. И Крым, иншаллах, обязательно будет освобожден. Основная проблема мусульманской нации сегодня это и есть. Дорогие верующие, дорогие братья, Аллах и Его посланник, да благословит Его Аллах и приветствует, предупреждают нас о различных смутах, соблазнах, то, что называется фитна, которым будет подвержена умма Мухаммада, исламская умма. В частности, это деньги, имущество. Так Всевышний говорит: «Бада аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аль-малу валь-бануна зинатул хаятид дунья, валь-бакиятус салихату хайрун инда раббика савабан ва хайрун амаля». Богатство и сыновья, украшения мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. Власть также есть фитна. И в этом контексте примечательные слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые приводятся в муснаде имама Ахмада. И этот хадис достоверный. Так пророк, мир ему, сказал: «Ма зибани джаи'ани урсиля фи ганамин بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». Очень глубокий хадис, очень глубокие слова. Нет более губительных, смотрите, образ, нет более губительных двух голодных волков, которые пустили на стадо. Что может два голодных волка сделать со стадом овец? Биафсада, более губительных для этого стада, мин хирсил мар'i аля аль-мали, нежели тягучее стремление человека, усердие человека, амбиция человека, харс. Над чем? К чему? К деньгам, к имуществу, ваш-шараф, и к славе, к чести, знаменитости, лидинги, которые губят его религию, веру. Подобно тому, как два этих волка могут погубить, сожрать всю стаю, всю стадо овец. Это и женщины, смуты, о которых предупреждал пророк. Поэтому Всевышний в частности сказал: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Аллах привел в качестве примера о неверующих жену Нуха и жену Лута. Обе были замужем за рабами из числа наших праведных рабов. Они предали своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано: войдите в огонь вместе с теми, кто входит туда. Жены пророков. И наоборот. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. А в качестве примера верующих Аллах привел жену фараона. Вот она сказала: Господи, спаси меня от фараона и его деяний, возведи для меня дом в раю возле тебя и спаси меня от несправедливых людей. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ма таракту ба'ди фитна ашадда
адарра аля риджаль мина ниса. Я не оставил после себя более вредоносной фитны для мужчин, нежели женщин. Это также дети и семья. Про детей уже было упомянуто. Так Всевышний говорит: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Знаете, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха великая награда. Также Аллах говорит: «Я айюхаллазина аману ла тульхикум амвалукум вала ауладукум ан зикриллах. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ». О, те, которые уверовали. Пусть ваше имущество, ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшим убыток. Дорогие братья, в эти ловушки, фитны, смутные, соблазны, попадает большинство людей. Я бы сказал, абсолютное большинство. Кроме тех, кого помиловал Аллах. И пусть Аллах сделает нас из их числа. Аминь. И очень просто на самом деле. Просто, да? И понятно, когда там неверующие, грешные люди попадают в них. И это открыто, видно, ясно. Но страшнее то, когда в эти ловушки попадают люди верующие, праведные. И все вы знаете этот хадис известный про трех, которыми будет разожжен, первыми, которыми будет разожжен огонь гиенны, нару джаханнам. Так вот, дорогие братья, пророк, да благословит Аллах его приветствует, предупреждал нас о многом. Он предупреждал в том числе и о раздоре среди мусульман. Это известны его слова в прощальной проповеди. Когда он сказал: «Ла тарджи'у ба'ди куффара, ядрибу ба'дукум рикаба ба'д». Не превратитесь после меня в неверующих, которые будут побивать друг другу шеи. И что самое интересное, что говорится в толковании этого хадиса? «Вакиля». И возможно, يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم أن هذا لا يكون في حياته. Возможно, пророк знал, что это не будет при его жизни. فنهاه عنها بعد, поэтому он это предупредил, то есть оповестил и запретил это. يعني إذا فرقت الدنيا فاثبتوا بعدي. То есть, словно он говорит: если я покину этот мир, то будьте стойкими после меня. В имане, в такве, в богобоязненности. И не сражайтесь с мусульманами. А что мы видим сегодня, да? Что мы видим сегодня? Как? В первую очередь, кого мы мобилизируют сейчас в России? В первую очередь. Из Чечни, из Кавказа. Мусульман мобилизируют, к сожалению. И что происходит? Они приходят сюда, примыкают к этим варварам. Кто-то из-за денег, а можно в пабликах вообще читать странные комментарии. В чатах, когда пишут: заставляют, угрожают. И так было понятно, очевидно, что будут заставлять и угрожать. Очевидно же было. Очевидно было, что так будет. И что? Это разве причина? Это есть причина присоединяться к этим варварам, которые идут сюда убивать мирное население. Убивать мусульман, которые воюют здесь, которые стремятся освободить родину, Крым и так далее. Нет этому оправдания. Поэтому еще раз и еще раз говорю, обращаясь к мусульманам России, если они меня услышат, нет оправдания. Нет оправдания никакого. Так вот, более того, основная проблема мусульманской нации сегодня — это и есть вот эта проблема, проблема разделения, разобщенности. Посмотрите на историю падения Османского государства, становления Турецкой республики светской. Посмотрите на становление арабских монархических государств. Посмотрите на историю.
она полна предательств, коварства, лицемерия, причем с обоих сторон. С обоих сторон. А в основе почему все это происходит? А в основе все это произошло и происходит, конечно же, из-за больших, малых грехов, из-за ширка, из-за лицемерия большого, малого. Во всяких его проявлениях. А здесь уже речь о тех ловушках и фитнах, с которых я начал. А если говорить о наших реалиях, о войне в Украине, то удивительно, как я уже сказал, удивительно, когда в первую очередь мобилизируют мусульман из Кавказа. Ла хауля ва ла куввата илля билля. А ведь все это, дорогие верующие, происходит в основе, я имею в виду катаклизм. В первую очередь война, про которую мы всегда говорим, поскольку живем в военное положение. Из-за любви человека к чему? К деньгам, к власти, которая разлагает человека изнутри. Смуты женщин и так далее, которые порождают пороки, в свою очередь. В виде чего? В виде зависти, алчности и тому подобное. Которые, в свою очередь, порождают что? Интриги, коварство, предательство и так далее. Это если мы говорим про мусульман в общем. Но в целом, все эти универсальные вещи, они универсальны. Их можно имплементировать и на украинское общество в целом, на нашу страну в целом. Эта проблема остается проблемой любого общества, любой страны, государства. Угрозы внутренние, они всегда страшнее угроз внешних. И в этом смысле Украина и Россия наглядные примеры. Понятно, что каждая страна по-своему наглядный пример. Более того, угрозы внутренние – это первопричина угроз внешних. Поэтому, если какая-то беда случается, то она случается по предопределению Всевышнего, конечно же. Для чего? Дабы самоочиститься, дабы очиститься. И это понятно на простом примере человеческого организма. В человеческом организме сколько микробов существует? Микробиом организма человеческого. Тысячи всяких. Но есть баланс. Но как только одни микробы вредные преобладают, иммунитет ослабевает, и что? И вирус поражает организм. Внешняя угроза поражает организм. То же самое, один в один. Если же говорить конкретно о нас, мусульманах, в общем контексте, то Всевышний говорит, что говорит Всевышний? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Он говорит, не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения. А разделились они, самое удивительное, да? Тут речь идет о людях Писания. А разделились они лишь после того, как к ним явились ясные знамения по причине бары. Бары. Очень часто проходит это слово в Коране. Зависти и несправедливого отношения друг к другу, как это переводит Кулиев. Так Аллах говорит: وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Они распались, разделились только после того, как к ним явилось знание. Знание явилось. По какой причине? По причине бары. Зависть и несправедливое отношение. Как тафсир, какой дается этому слову? Бары. Примечательно. Табари. Табари, там ан, хаддатани, приводит слова кого? Абу-аль-Али. Абу-аль-Али величайший табиун. Что говорит Абу-аль-Али в контексте тафсир
тафсира биль-масур, да, тафсир наследия. Этот величайший табиун говорит: багьян бейнахум, багьян аля дунья. Багьян аля, то есть стремление добиться дуньи, благ мирских. Это опять же деньги, имущество, власть и тому подобное. وطلب ملكها وسلطانها. Дальше он это раскрывает. Желание заполучить мульк, имущество, султан, власть. فقتل بعضهم بعضا على الدنيا. И они начали убивать друг друга из-за дуньи. Также Всевышний говорит: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Повинуйтесь Аллаху и его посланнику и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах стерпелив. И на самом деле эти все аяты, если мы говорим про контекст исламский, мусульманский, они на самом деле универсальны. Они, опять же, их можно имплементировать, как я говорил. В целом, если мы говорим про Украину и события в Украине, на любое общество, на любую страну. Поэтому в контексте российско-украинской войны очень важна сплоченность рядов наций. Очень важно. И примечательно, дорогие братья, примечательно, что именно эта причина, это уже для тех, кто любит глубоко копнуть и поразмыслить, причина баги упоминается в контексте дозволения мусульманину, если это понадобится, остановить мусульманина, вплоть до того, чтобы сражаться с ним. Сура Худжурат, 9 аят, где Аллах говорит: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, баги. Та же самая причина, формулировка та же самая. То сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. И мы будем сражаться, мы, мусульмане Украины, будем сражаться. И никто не остановит. Если мусульмане России сюда придут воевать, это есть явный далиль против того, чтобы, если надо, их убивать на поле сражения. Дорогие братья, поистине в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану Тааля слышит мольбы верующих в день Джума. А я надеюсь, что мы застанем этот момент. Астагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, прощении. Лишь на Него уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Амма ба'д. Дорогие верующие, внешний враг, он будет кошмарить нас до тех пор, пока мы полностью не очистимся. Как и вирус внешний. Мы образ этот привели, да? Который кошмарит организм до тех пор, пока он не очистится. Всевышний дарует нам победу, иншаллах, только тогда, когда мы дойдем в своем духовном росте, единении, сплоченности, в той степени, когда лейтмотивы разделения, имеется в виду источники фитны, искушения, соблазнов, они будут нивелированы. Я не говорю, что они полностью будут ликвидированы, потому что это невозможно. Это невозможно, но будет достигнут баланс. Полного очищения невозможно достичь. В этом было отказано даже пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, когда он обратился в долгой заветной мольбе ко Всевышнему, как это упоминается в хадисе. Акбаля дата йоумин мин аль-Али, когда он шел с местности, которая называлась Али. И он дошел, хатта иза марра би масджид бани Муавия, дошел
мечети Бану Муавия. Дахаля фарака афихи ракатейн. Он зашел, почитал 2 раката намаза. Васаллейна маху. И мы помолились вместе с ним. Вадаа раббаху тавилян. И он попросил, обратился к Господу своему долгой молитвой. Сумман сарафа илейна. Затем вышел к нам. Факаля. Саллаллаху алейхи вассалям. Саальту рабби салятан. Я попросил у своего Господа 3 вещей. Фа'атани снатейн ва манаани вахида. Он даровал мне 2, но 1 не дал. Что же он попросил? Саальту рабби алла юхлика уммати биссана. Я попросил у своего Господа, чтобы он не погубил мою умму, то есть полностью, имеется в виду, не уничтожил умму его. Из-за чего? Из-за голода, засухи и тому подобное. И он даровал мне это. Васаальтуху алла юхлика уммати билгараки. Я попросил своего Господа, чтобы моя умма не была уничтожена потопом, как это произошло с фараоном и его воинством, как это произошло с Нухом, алейхиссалям. Имеется в виду не с самим Нухом, а с народом Нуха и так далее. Фа'атаниха. И он мне даровал это. Васаальтуху алла ядж'аля ба'сахум байнахум. Я попросил, чтобы не было беды между ними, имеется в виду между мусульманами. Фаманаани. И он мне не даровал этого. Не даровал по предопределению своему. Аллах мудр. И он решает. Его не спросят о том, что он решает и предопределяет. В этом есть мудрость Всевышнего. А более того, в другой версии еще говорится. Вот говорится о том, что وَسَأَلْتَهُ أَلَّا يُصَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا. Я попросил его, чтобы Аллах СВТ не сделал так, чтобы враг какой-то уничтожил мусульман. Имеется в виду внешний враг. И он даровал это. То есть внешний враг, он так или иначе будет всегда побежден. Но проблема останется внутри. И это основа всех бед. Поэтому, дорогие братья, я всегда говорю, думайте о большом джихаде, прежде чем думать о малом джихаде. Большой джихад, джихад с нафсом, джихад, чтобы не попасть в эти ловушки, в эти смуты, соблазны, фитны. Конечно же, джихад малый. И мы, конечно же, радуемся победе. Победе украинских войск, когда освобождается то или иное село, то или иной город. Мы радуемся, искренне радуемся этому. Но ликовать не стоит. Не стоит ликовать, то есть эйфорически радоваться. Чрезмерно радоваться, война не закончилась. И потому что Аллах не любит ликующих. Инна Аллаха ля юхиббуль фарихин. Поэтому, дорогие братья, наш малый джихад продолжается. И наша духовная стратегия ведения войны от большого джихада к малому. И про такой стратегии ведения войны, иншаллах, мы будем освобождать на самом деле наши села и города. Не в одном, там, нескольких количествах. А вы увидите геометрический прогресс. Это будет происходить очень быстро. И Крым, иншаллах, обязательно будет освобожден. Обязательно будет освобожден. И с каждым днем, на самом деле, это становится яснее и очевиднее. Если раньше, то есть это не было так ясно, то есть с каждым днем это становится яснее и очевиднее. Я поражаюсь, на самом деле, тем, кто сомневается в этом. Это будет, иншаллах, подобно открытию сокровищ румов и хасроя, как это делал пророк. Да? Как они, пророк, мир ему, они рыли ров. Это были тяжелые времена. Все мушрики сплотились, готовились к осаде Медины. Они рыли, днями не ели. Упоминается в некоторых сообщениях, что не могли спокойно просто сходить в туалет, в отхожее место не могли сходить. Но тем не менее, когда сподвижники столкнулись с камнем, который не могли разбить, они позвали пророка, он взял кирку, ударил, и ему это было показано. И он сказал: Аллаху Акбар, Аллах. И это будет подобно этому. Это будет подобно, я имею в виду освобождение Крыма, открытие Крыма, освобождение ясным открытием. Фатха мубина, инша'Аллах. Инша'Аллах.
И мы верили в это, верим и продолжаем верить в это и бороться за это, иншаллах. А тех садханов в Крыму на самом деле, имеется в виду предателей, коллаборантов, ждет участь Иуды, если мы говорим про христианский контекст, и Абдуллаха ибн Убая, если мы говорим про исламский контекст. Это неименуемая участь. Дай Аллах, чтобы эта победа была близкой, иншаллах. Близкой, подобно рассвету. Алейса субху бикариб. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا